В Якутске в честь Дня полярника прошло соревнование по плаванию в холодной воде в 3 дистанциях. Напомним, в экстремальных заплывах участвовали 18 человек. Поддержать якутских моржей в Якутию приехал Александр Брылин, председатель Межрегиональной ассоциации холодового плавания России, президент Амурской региональной общественной организации и Федерации «Аквайспорт», двукратный рекордсмен Книги рекордов России и номинант Книги рекордов Гиннесса по плаванию в персональной категории «Самая длинная дистанция, преодоленная пловцом в проруби». И сегодня Александр Брылин у нас в гостях вместе с нашим рекордсменом России, председателем региональной федерации по плаванию в холодной воде Григорием Прокопчуком. Александр и Григорий, здравствуйте. Добрый день. Очень рады, что вы к нам сегодня подошли. И первый вопрос, который я хотела бы вам задать по поводу этого соревнования. Я так понимаю, заплыв якутский был приурочен к году консолидации, 125-летию установления регулярного речного судоходства на реке Лени и 80-летию Героя СССР и России, президента Ассоциации полярников России и исследователя Арктики и Антарктики Артура Челенгарова. Как связаны между собой Ассоциация полярников и такой экстремальный вид спорта? Дело в том, что не секрет, Ассоциация полярников, она является таким локомотивом, который продвигает вперед многие вопросы, связанные с освоением Арктики, с территориальным пребыванием в арктической зоне. И все мы знаем, да, что недавно было подписано Путиным указ о введении еще 8 районов Республики Якутия в арктическую зону. И таким образом люди живут в Арктике, демонстрируют каждый день эти сложные выживания в сложных условиях, а мы, как общественные деятели, продвигаем совместно с полярниками вот это вот вид плавания, который способствует и улучшению иммунитета, плюс это получается пропаганда здорового образа жизни, такие как реализация многих программ. Да. Сейчас у нас есть ряд национальных, общественных, спортивных, патриотических проектов, которые мы уже презентовали на форуме в Санкт-Петербурге. И где, кстати, и глава республики уже, Айсен Сергеевич, ознакомил нас с этой программой. И вот мы будем выходить с рядом предложений. А насколько популярен вообще этот вид спорта как у нас в России, так и в других странах? Дело в том, что с 2015 года провели уже 3 чемпионата мира. И первые еще дали старт интересному соревнованию, это Кубок Арктики. Проводили в городе Героя Мурманске. И вот сегодня я приехал, чтобы также предложить второй Кубок Арктики провести уже в 2020 году в Республике Якутия. Григорий, подскажите, а сколько раз у нас проводились соревнования по такому экстремальному виду спорта? Ну, уже 4-й год регулярно на День полярника, 21 мая, мы проводим данные соревнования. Вот. Ну и участники у нас ежегодно уже количество их увеличивается, и данный вид спортивной направления, он приобретает уже, так сказать, массовость. Скажите, а какова вероятность того, что этот спорт станет олимпийским видом спорта? Ну, этот спорт, он экстремальный, и я считаю, что тут очень много разных сложных вопросов, поэтому трудно сказать, но мы стараемся пропагандировать и данный вид спорта, как говорится, популяризировать. Здесь еще можно таким образом добавить, что все зависит, как звезды сойдутся. Да? Вот, допустим, в Токио будет впервые введен сумо. И оно будет олимпийской дисциплиной. В Китае в каждом городе активно развивается зимнее плавание. У них прям, ну, начиная с ноября месяца и по февраль месяц в каждом городе, в каждой провинции проводятся большие чемпионаты. И сейчас Всекитайская ассоциация зимнего плавания вышла с предложением в Олимпийский комитет о проведении зимних соревнований по плаванию в Пекине в 2022 году. Поэтому есть вероятность, что китайцы, благодаря своему напору, умению и вот своей восточной дипломатии, смогут ввести этот вид в программу. Скажите, а как вы сами пришли в этот спорт, и, может быть, у вас есть рекомендации для новичков?
Ну, мой опыт простой. Я увидел, как люди обливаются на улице. Тоже попробовал, мне это понравилось. С 2 ведрами с 5-го этажа спустился несколько раз. Потом узнал, что есть прорубь в нашем городе. Ну, это, конечно, было 20 лет назад. Съездил вот на прорубь, покупался. И вот как-то один раз нас в Китай пригласили на Международный женский день. И у них были соревнования по плаванию. Вот, и, конечно, мы были в восторге. У них была прорубь 10 метров. И я проплыл туда-сюда 4 раза по 10 метров. И для меня это вот впервые стало открытие, что оказывается можно не только в проруби окунаться, но и плавать. И вот с того момента вот мы начали проводить международный обмен опытом, учили китайцев, китайцы нас. Потом мы узнали, что, оказывается, в Москве, в Санкт-Петербурге школы вот этого советского закаливания еще с 50-х годов, можно сказать, развивались. И уже нет наших тех старожил, которые это все проводили, да, но мы помним их и проводим в жизнь вот их вот эти направления, потому что, ну, благодаря им мы уже достигли многого, есть и знания, и книги, которыми мы руководствуемся, и есть много акций, которых мы сделали очень сложных, в экстремальных условиях, что, кстати, может также способствовать признанию как вида спорта. Даже вот взять, мы на Лени проводим, да, порядка 3-4 мероприятий в год. Проводим заплывы в Берингом проливе, это экстремальный заплыв. Сейчас вот готовимся к заплыву Россия-Япония. Это тоже экстремальный заплыв в условиях Охотского и Японского моря и пролива Лаперуза. Это еще не делал никто, и вот мы сегодня ведем переговоры уже и с вашим Министерством внешнеэкономических связей, и с Генеральным консульством Хоккайдо, который находится на Сахалине. И одно из направлений, то, что в 2016 году мы 14 спортсменов из 9 стран мира плавали в Антарктике, то есть 1 ледяной километр. Это при том, что температура воды была минус 1,6 градусов. Представьте, если мы здесь у вас вчера плавали, было плюс 5, то там минус 1,6. Вот. И все эти наши шаги, они, конечно, и наш президент Рембракай из Международной ассоциации ледяного плавания, я являюсь представителем России, говорит о том, что каждая мечта, она может жить, но когда-нибудь она может и стать реальностью. Вот. И сегодня мы эту работу ведем, говорим об этом, и как все мы знаем, что под лежачий камень вода не бежит. Григорий, а что касается вашего прихода в спорт и как раз-таки рекомендаций для новичков? Ну, я тоже пришел в этот вид спорта, так же, как и Саша, я обливался холодной водой, потому что у нас здесь климат экстремальный, и чтобы переносить низкие температуры, конечно, нужна, так сказать, подготовка. Вот. И также я ходил в бассейн, у нас был тренер Усов Юрий Иванович, и, так сказать, у него занимался в группе. Вот. И в 2013 году сюда приехала команда международная, чтобы здесь начать старт. Был эстафетный заплыв в 2013 году через Берингов пролив, Чукотка-Аляска. Вот. И меня включили в эту команду, и, так сказать, вот осуществился этот проект. В 2014 году мы с Сашей уже проплыли соло между островами Малый Диамид и остров Ратманово. Вот. Тоже это в Беринговом море. И поэтому таким образом, скажем так, втянулся в этот процесс. И потом мы также, Саша говорит очень много про Китай, но хочу дополнить, что мы с ним ездили в Ирландию, проводили первый международный там турнир по плаванию в ледяной воде в Ирландии. Вот. И также участвовали в Англии, там были соревнования Big Chill Swim. Так что не только Китай и такие европейские страны, как вот Англия, Ирландия, они тоже также пропагандируют, также им интересен это спортивное направление. Поэтому, скажем так, в мире многих интересует вот такое спортивное направление. А с какой частотой удается проводить соревнования у нас в регионах? Ну, у нас в регионах, скажем так,
Есть у нас центры такие, как в Российской Федерации, это Мурманск и Тюмень. Вот, они стараются ежегодно проводить такие соревнования. Они Красноярск в Красноярск, потому что Енисей, они замерзают в зимнее время. Вот, и поэтому эти соревнования в таких крупных городах, они проводятся ежегодно. Вот. Ну а у нас, так как все-таки лед у нас в зимнее время 1,5 метра, вот, мы, так сказать, вот, когда только первые льды сходят, 21 мая, мы проводим вот такое спортивное состязание. Скажите, а как вы популяризируете этот вид спорта? И очень хотелось бы узнать, какие качества вообще он развивает в человеке. Ну, во-первых, плавание само по себе, оно помогает человеку разгружать и снимать усталость. Плавание в холодной воде, человек преодолевает себя, он становится храбрым и добрым. Вот. Вода, она всегда, особенно холодная, она имеет очень сильную энергетику, и что укрепляет человека, и он становится менее раздражительным, то есть спокойным, таким, ни на что не реагирует. Да? И, конечно, наша задача как руководителей еще создавать центры закаливания в Российской Федерации. И почему вот у нас, допустим, Тюмень, да, Мурманск, Красноярск, там где-то еще несколько городов есть прямо уже с большой традицией своей, да, Владивосток, вот взять тоже построили центр закаливания, куда люди могут приходить и закаливаться уже не так вот как бы обособленно, да, там где-то луночку вырубили, окунулся и потом бежать, ты пока бежишь, у тебя все замерзло, да. А нужно уже приходить к нормальному вот этому программированию, да, и закаливанию. Ну, смотрите, президент купается в проруби, да. Многие губернаторы это поддерживают, да. Взять и Ваша, и Сен Сергеевич, и Кожемяк Олег Николаевич. Вот там вот, многие уже плавают в проруби, окунаются. Вот, и поэтому это может даже стать и национальной программой, вот, строительство центров закаливания в Российской Федерации. Вот, и здесь мы уже давно это обсуждали, но мы думали построить деревянный домик, но здесь приходит на ум то, что можно использовать уже международные наработки, да, и поставить этот ангар в виде теплицы, да, который будет и солнце притягивать, и прорубь не будет замерзать. И, пожалуйста, и вот можно уже закаливать. Поэтому, ну, вот такие варианты будем предлагать, и все-таки развивать надо. Именно первое — это база, на которую могут приходить все желающие в города Якутска закаливаться. Спасибо большое. А это было актуальное интервью. До встречи в эфире.